Как прошел твой 22 год и чего ты ждешь от 23-го? 22 год прошел очень насыщенно. Первое самое, что и на есть лучшее, я узнал о таком месте, как штаб «Татар» в Москве. Здесь очень душевно, очень вкусно, прекрасные люди, хорошее настроение. Даже, можно сказать, я здесь нашел одного очень хорошего друга. Ну вот, это было на том столе. Я с кем-то начал говорить о том, где я учусь, где я живу. Он такой: о, я в таком же универе, в такой же общаге, на таком же этаже. И сейчас мы очень хорошо дружим. Так что, наверное, все-таки да, штаб «Татар». Это самое главное событие прошлого года. Мои планы на 23-й год в первую очередь взяться за учебу. Очень-очень хорошо взяться за учебу. Ну и искать стажировку. Хочу по профессии найти работу. У меня примерно такое же. Желаю тебе успехов, больших-больших в твоих начинаниях. Спасибо. Ну, в новом году поступить, наверное, вот в университет, работать и жить отдельно от родителей. Такие планы. Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. В 2023 году, наверное, я хотела бы все-таки добить 10, хотя, мне кажется, достичь идеала – это не то чтобы сложно, но не так необходимо, потому что всегда есть стремиться к чему-то большему, и это немножко мотивирует. Поэтому тоже желаю всем, и в том числе и мне, каких-то приятных событий, которые я могла бы вспоминать с таким трепетом. Поставила себе определенные цели, очень хочу их достигнуть. Вот, сдать ГОСы, диплом, магистерскую диссертацию защитить. И в целом, чтобы все были здоровы и счастливы в этом новом году. Сейчас я хочу только сдать экзамен по микробиологии. Вот, это ближайшие планы мои. У нас планы, они параллельно идут с интересами нашей страны, России. И все это отражается на деятельности штаба, конечно. Мы перед собой, учитывая ситуацию, которая сегодня есть, мы ставим перед собой сверхзадачи. Почему, значит, все должны, кто связан со штабом, мы должны создать возможность для осуществления своей мечты. Вот, в своей профессии люди найти себя должны. В этом мы во всем помогаем нашей молодежи. Чтобы они нашли себя в профессии, в бизнесе, в политике, в личностном росте, чтобы потом помогали татарской нации. Это первое. Второе, конечно, Новый год мы встретили. Нынче был холодный душ. Это перепись населения. И вот мы уже 2 раза собирались. Теперь мы будем принимать такие не совсем ординарные, не совсем стандартные и традиционные методы в плане тренинга, объяснения, значит, по сохранению татарского языка, привитию любви, ответственности. Вот этим мы пока заняты. Я думаю, что все у нас получится. Если мы проиграли в количестве, то мы обязательно выиграем в качестве. Мы дойдем до каждого татарина, мы с каждым поговорить успеем, и молодежью, и со всеми. И думаю, в целом положение мы поправим. Спасибо. Привет. Привет. Какие пожелания у тебя штаба на Новый год? Или как-то про свои планы, может, расскажешь? Я желаю, чтобы в 2023 году наш штаб встречал как можно больше новых гостей, которые будут делиться своим опытом с нашими участниками, и чтобы мы впитывали этот опыт. Новый год я провела в своем родном городе Уфа. Встретила его сначала с родственниками, в очень таком близком кругу людей, а потом я пошла с друзьями веселиться. Вот. Я была у родителей, праздновала Новый год в семейном кругу. Все тихо, спокойно прошло. На Новый год планы, как обычно, учиться, работать. Все. В целом путешествовать, постараться путешествовать. Кашбабай ничего не подарил. Но еще не поздно. Я еще не была в Татарстане, опять же. Я встретила Новый год, когда ехала в машине с родителями. Но мы прилетели в Челябинск. Я прилетела в Челябинск с учебы. Где-то часов в 10, наверное.
Вот. Мы не успели домой доехать. Минем 2022 елым бик бәхетле ел булды. Мин кызыл диплом белән МГУның бакалавриатын тәмамладым. Шулай ук сөйгән ярымны очраттым. Беренче тапкыр чит илгә сәяхәт кылдым. Эштә эшли башладым, укытучы булып эшли башладым. Шулай ук бик күп кызыклы вакыйгалар булды. Шуның өчен мин 2022 елга бик рәхмәтле. 23 елда инде шулай ук планнар тырышып эшләргә һәм бәхетле булырга, бу тормышны яратырга. Шул. Что я пожелаю? Я пожелаю процветания, я пожелаю, чтобы как можно больше людей приобщали, приглашали и знакомили с историей, с культурой и с мировоззрением настоящих истинных татар. Thank you.